Всем доброе утро. Акела, привет, скажи. Он контролирует работу, которую я делаю. Вот. Сейчас прутья будем заваривать. Вот эти все. Также туда вокруг все песок потом подсыплю на тракторе. Здесь все засыплю. А то рабочие сказали, не придут, если ничего не сделаешь, потому что все, второй раз не может быть побега. Камеры не могу я настроить, если честно. Не знаю, как оттуда какую информацию считать, чтобы этот момент запечатлеть. Будет возможность. Артур что-то на связь не выходит. Как выйдет на связь, как подскажет, как что сделать, так и будут кадры вам. Вон завыли все. Ну что, погнали.
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня решил попересаживать молодежь. Буду смотреть, как себя ведут. В прошлый раз гулял с лордом, Йети и Моникой. В общем, лорд пристает к Йети и пытается сделать конфликт очень сильный. Особенно вон он стоит, посмотрите, красавец какой стоит. Он постоянно вольника обижает. Ну, в общем, у нас вольник, он не такой доминантный. Йети тоже особо не доминантный. Ну, посмотрим, что из этого вообще выйдет. И вольфундиков сюда в большую зону посажу к Арии и к братишу. И Арию в скором времени тоже надо будет рассаживать. Лорда постараюсь к акуле, что лорд доминантный, что акула доминантный. И, возможно, они не будут идти и пытаться бороться как-то за главенство. У нас пока акула, он выше, лорд поменьше, он, может быть, пока уступать будет, не будет лезть. То ниже его статусом, хоть чуть-чуть, все, он начинает валить, бить, лупить, он и Арию гоняет, поэтому он у нас лорд какой красавец, от Кубы и Синая. Ну, пойдем. Друзья, подходим мы к вольеру, где, надеюсь, подружится эта парочка, чтобы в дальнейшем ездить в лес с нами, потому что с шестерми это будет невозможно. Ну, возможно, но не в моем случае. С ними будет, вы посмотрите, какие они крупные, с ними будет очень тяжело совладать. Пойдем, вольник, пойдем, не бойся, я с тобой. Пойдем, я с тобой, пойдем. Стоп, не переживай, стой. Стой, да, я спустю сразу, чтобы тебе удобно было. Да, чтобы комфортно условия было. Так, пойдем. Свои. Пойдем, айда. Моника нельзя. Посмотрите, Моника себя показывает. Так, Моника. Йети, нельзя, свои, Йети, нельзя. Нельзя, Йети, свои. Хорош, нельзя, Йети, иди сюда. Иди, мой малыш. Так, не обижать, нет. Эй, стой. Все, хорош. Смотри, аккуратно. Вольник. Сейчас, может, помучают пару раз. Слушайте, ну по холке выше, конечно, наш молодец. Но он и старше на 1,5-2 месяца. Эй, ну-ка, место. Давай место, пойдем. Вам надо подружиться. Ребята, у этих ребятишек совсем другая иерархия. Вы молодцы мне, я весь в грязи теперь из-за вас. В общем, это по статусу все были в основном вторым номером. Это если брать со стаи. Но на самом деле, если поодиночке воспитывать и доводить до большого возраста, Йети, то они потом будут также отстаивать свои интересы и быть альфами. Каждый потом из них будет альфа. Ну, кроме исключения случая. Видите, он в другую стаю попал, он сейчас показывает свое поведение, что он им подчиняется. Он не хочет, видите, с ними конфликтовать. Вольник очень умный на самом деле. Был бы альфа, например, да, как лорд или как акула, он бы не подчинялся, он бы сразу показал бы себя, слышите, я здесь хозяин. А он, видите, хоп-хоп-хоп, такой аккуратненько, так, ребятки, я хочу с вами дружить, с вами общаться, поэтому он ничего сейчас не делает, никаких, со временем, естественно, будет прощупывать почву, будет их где-то на место ставить, где-то что, но пока здесь самое главное это Йети. Он гоняет Моничку, ну, в силу своих размеров Моничка просто физически сделать ему ничего не может. Посмотрите, и вольник, и Йети, они как бы очень крупные ребятки. Смотрите, заигрывают. Он, видите, он чувствует, как будто он его старше, и поэтому он ему подчинение идет. Да, Йети, не обижать, а то вырастите, будете тяжело вам совладать. Видите, он заигрывает. Пока подружились, пока все хорошо, дай бог, чтобы дальше так себя вели. Но это не исключение. Вот это все вторые номера, что Моничка была в стае с самого начала, что Йети, что вольник. У нас в этом помете, где вольник, был альфа был воин, который сейчас под Тверью. Вот он был альфа из всех.
Потом вот он вторым номером был. Но тоже отставил свои интересы, со временем бы захотел стать альфой. Поэтому они все хотят потом стать альфой в силу своей возможности. Так, Йети, сюда иди. Йети, место, иди. Да. Молодец. Молодец, все, умница. Сейчас кормить вас буду всех. Все. Надо теперь другого запустить к другим. Так, нельзя. Зацепим лорда и отнесем его к акуле и алу. Надеюсь, там конфликтов не будет. Я надеюсь на это. Мы проверяем, смотрим. Я не могу его здесь оставить, потому что сюда будем запускать вольфундов. Он вольфундиков конкретно накажет и очень сильно будет обижать. Как бы он над ними доминанту чувствует очень сильно. А это уже взрослые, в принципе, должны принять. Мы посмотрим по ситуации. Все. Морди, пойдем быстрее. Молодец. Умница, умница. Иди сюда. Айда, Шеника, пойдем. Подожди. Так, сейчас мы идем туда, где очень сильная иерархия. И тебе надо вести себя хорошо, чтобы не получить и не подраться. Так, что, пойдем? Иди сюда. Все, прости. Пойдем. Не надо. Ну все, заходим за тебя. Ты с ними сидел уже. Так, нельзя. Акула, нельзя, получишь. Ну-ка попробуй, пойдем. Айда, все, дружим, иди сюда, лордик. Айда, лордик, иди сюда. Идемте сюда. Акула нельзя. Акула, иди сюда, акула. Иди ко мне, нельзя. Не трогать его, нет. Акула нельзя. Акула. Буду очень сильно ругаться, акула. Лорд, иди сюда, лорд. Акула. Акуленок. Иди сюда. Тебя что, рассаживать надо, а? Тебя отсаживать надо всех? И что себе это? А? Иди сюда. Лорд, иди заходи, лордик, иди сюда, лорд. Все, иди сюда. Лорд, иди сюда. Что такое? А? Вы меня допечете все. Что, ошейник с нами? Ну, в общем, надо наблюдать, потому что акула насторожен очень сильно и пытается спровоцировать. Видите, не лорд спровоцировать, а именно акула спровоцировать. Потому что лорд чувствует, что за ним стоит. Все здесь в базе щенков. Он самый главный. Видите, он пытается напасть. Все, хорош. Акула, он гуляет тоже. Ладно, сейчас я их закрою здесь. Пока вольфундов запустим, посмотрим, как они здесь себя будут вести. На выход. Акула. Если акула будет себя плохо вести, отсажим его к колу и к этой калите. Давай, на место. Ну-ка, бегом отсюда. Ну что, дорогие друзья, теперь пока сидят там лорд, осваивается. Надеюсь, там никаких конфликтов не будет. Но если и будут, то решат они мирно и спокойно. Ну что, запускаем наших пончиков. Тут у нас Оскар, подчинился полностью братишу. Там у нас Ария, пытается задоминировать Балта, но Балта тоже пошел в подчинение. Вон, посмотрите. Ну вот они ближе к волкам, поэтому им общий язык лучше найти. Братиш проверяет, кто это, кобели или самки. Арюшка, что, красавцы, да? Смотри, какие красавцы.
Вот сейчас они вдоволь, конечно, наиграются, набегаются. Видите, в принципе, что братишу, что Ари нравится их поведение, то, что они полностью идут в подчинение. Смотрите. Не пытаются никакой агрессии сделать. Вон, видите, в игру все перевели. Что ты, Ариш? Ария сразу к Оскару. Балта у нас там потерялся, он ходит, все изучает. Они к Оскару пристали. А теперь попробовать с той стороны заснять. Ух, волчара какой Оскар, вы посмотрите. Здоровенькие растут. Все, теперь им здесь будет раздолье. Братиш, здоровые, да, они? Удобно с ними или наоборот неудобно? У них щенячий пух еще. Братиш сейчас наберет, тоже будет, ой-ой-ой. Кто там у нас? Мальчик, девочка. А, не оттирается она, тухлятина. Ну, сейчас в этом возрасте они за себя постоять уже смогут. Уже так просто с ними не расправишься. Поэтому, надеюсь, переживать уже не стоит ни за что. Смотрите, облаивают лорда. Одним глазком увидел.
Он все вот поиграть хочет, заиграть, а акула вон не дает показывать себя. Акула прям альфа, конкретный. Ну и лорд тоже альфа. Но видите, что-то вот хотят как-то в игру все перевести. Потому что Ария, в принципе, играется с лордом, потому что она здесь сидела с ним. Ну и акула вроде бы сидел, но акула все-таки он хочет показать себя. Все-таки хочет статус свой. За хребет и все сразу. Очень много историй слышал, когда волки ломали хребет своим сжатием, укусом собаки. Сегодня у них корм. Посмотрите, вот только мыл. Сегодня уже 5-й раз сейчас буду мыть этот вольер. Конечно, 4 волков в таком вольере, это капец. Очень много уборки предстоит. Корм у нас рыбный. С рыбкой с удовольствием едят. Сейчас выбежит светлый. Вот его зашугали взрослые. Он выйти не может. Черничке вообще пофиг. Она хочет есть, и все, он рычит еще, кто подходит. Акела хотела обваляться, она не дала, такая рыкнула, типа, и начала кушать. Так, сейчас всем пойду раздам остальным. Чего, Оскар? Ой, Балта. Не дает тебе? И Оскару сейчас прям носом пихал, его не давал. Смотрите. Никто не подходит, братиш первый ест. А до этого всегда ели лорд и вольник. Вот они, 2 первых красавца ели, а сейчас братиш. Ну, они новенькие, может, поэтому не уступает. Ария в последнюю очередь ела. Но она сейчас после братишки поест, а эти уже потом в самом конце. Уже почти Арию догнали по размерам. Им 7 месяцев получается. Как я и сказал, Йети у нас здесь главарь. Не подпустил никого. Вольник даже очень сильно получил. Но отпустил он его. И все, этот теперь не лезет. Хотя размерами ой-ой-ой. Что один, что второй. Но тот постарше на 1,5-2 месяца. Поэтому на 2 месяца почти. Поэтому преимущество есть. Тут у нас сумка не успокоится. Видит, как гоняют вольфунды, играются. Смотрите, с ума сходит. Вот тут Балта взглядом. Уже накупались в пруду они. Все равно он бегают, прыгают.